Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Сегодня я вам расскажу историю о любви, но в которой есть очень большая мудрость. Один парень с деревни полюбил девушку с другой деревни, но посередине двух деревень было большое озеро. И в определенный день, день никаха, сторона жениха погрузилась на плот, чтобы переправиться к утру, быть во время никаха в деревне невесты. Погрузили подарки, все родственники, близкие, друзья, все сели на плот и легли спать, чтобы к утру, когда они уже причалят к деревне невесты, они были отдохнувшими и полными сил. С утра, проснувшись, одни обнаружили, что плот и ныне там, плот как будто даже и не отчалил от берега деревни жениха. Тут все мигом накинулись на лодочника, который должен был всю ночь грести. Ты что, устал? Если бы устал, хотя бы разбудил бы. Мы бы тебе помогли. Ты ведь испортил день никаха, день свадьбы. Лодочник сказал, что он всю ночь греб, даже мозоли появились на руках. Он ни на секунду не отдыхал и не спал. И действительно, все руки были в мозолях. Видно было, что он всю ночь прикладывал усилия, чтобы вовремя плот был у деревни невесты. Начали искать, в чем же причина. Оказалось, что плот просто-напросто забыли отвязать от берега, и по этой причине плот никуда и не сдвинулся. Часто так и бывает, дорогие друзья. Мы совершаем поступки, делаем добрые дела, читаем молитвы, читаем Коран, но какого-то прогресса в духовной стезе у нас не наблюдается. И подобно тому, как в примере этого плота, мы должны заметить или обратить внимание на те недостатки, духовные болезни, которые нас удерживают и не дают нам духовно развиваться. Такие болезни, как зависть, злоба, гнев, высокомерие, они все нас удерживают и не дают нам духовно развиться. Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в одном изречении говорит, что злоба, ненависть и зависть, они будут поедать ваши добрые дела, подобно тому, как огонь поедает дрова и оставляет пепел после них. Поэтому, дорогие друзья, обратите внимание на свое духовное состояние и старайтесь очиститься от этих якорей, которые не дают вам духовно развиться. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.